времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня нам есть что показать, потому что мы находимся в гостях у Николая Барашкова. Николай, здравствуйте! Добрый день, Дарья! Позвольте представить Николая. Он работает, занимается фотографированием, то есть опытный такой, достаточно фотограф. Сколько лет вы работаете уже? С 92-го года, я уж не знаю, там 30, чуть больше 30 лет. Вот так вот, да? А вообще по образованию Николай у нас является биологом. Биолог, закончил БГФ, нашу ЕГУ, как говорится. Но с развалом СССР все переменилось, планы там. И вот судьба сложилась так, что я пошел в творчество, увлекся фотографией и по сей день работаю. Ну, я думаю, дорогие друзья, вы слышите, что происходит вокруг нас. Сегодня мы пришли поговорить не о вашем творческом пути, да, хотя хотелось бы, конечно, да. В следующий раз, наверное. Да, в следующий раз. Зайдете. Сегодня нашу программу мы посвятим разведению и содержанию птиц. Куры и утки у меня там есть, курятник, Да. можем пройти посмотреть, но это... Можем, да. Голуби держу. А это не домашняя птица, а декоративная считается. Декоративная птица, но ее можно содержать в домашних условиях. Легко и просто, Где? конечно. Только здесь, только в Действительно, домашних условиях. У нас есть вот здесь яркие представители тех самых домашних питомцев. Тоша, иди сюда. Вот это Тоша, да? Расскажите Тоша, это немножко про волнистый него. попугай у нас. Он абсолютно ручной. И он говорит, но говорит это четко, внятно, но по характеру. Может болтать без умолку. А вот как сейчас он, помалкивает, стесняется, видимо. Он прям членораздельно говорит? Да, он говорит, давай поцелую. Тоша хороший, но папа лучше. Да вы что? То есть Да. это заученные фразы или Да, у него да, большой да, да. словарный запас? Ну как, да. То есть чему научили, то и говорит. Конечно. Он может спросить, как вас зовут. Да? Доброе утро всегда говорит. Чижик-пыжик поет. Да вы что? А можно это как-то показать? Он сейчас... Ну, я говорю, я не знаю, это от него зависит. Когда дома сижу, вот, не обращая внимания, он сидит и болтает. Сколько лет понадобилось, чтобы... Нет, вот это вот птица молодая, такую птицу надо брать из гнезда, молодую, и в 2-3 месяца она начинает говорить. Это все зависит от хозяина, как он к птице относится, будет ли он заниматься ей. А так, в принципе, процентов на 80 любая птица, вот волнистый попугай, она поддается разговору. разговору, да? Да. То есть несложно, буквально 2-3 месяца активных Да, 2-3 тренировок. месяца активных тренировок, терпения, и все. И он говорит, многие, вот больше десятка человек, кто у меня брал птицу, у них говорят. Да вы что? Они мне звонят, благодарны, отзывы. Так, ну у нас здесь волнистые, а вот... Это вот клеточки внизу это сидят. Карелла, да, девочка Нюша, и вот я самца недавно тоже приобрел. Ну, она чуть покрупнее, как видим, хохолком, тоже очень дружелюбный, вот идет на контакт с человеком. Вообще ласковая такая, как домашний питомец, вообще идеальная. Вот волнистики и Карелла идеальные. Идеально. Да. Здесь у нас красавец Это сидит. вот красавец Розелла, вот ее, это родители, вон отец сидит, а мама, вот она вот в этом гнезде на яйцах. Многим нравится, ну я не знаю, пока на контакт не идет. Как вы заметили, у меня вот птицы в основном вольерного содержания, и они летают свободные там стайки, общаются между собой. И у меня нет такой задачи, чтобы приучать. У меня вот есть вот ручной, мне достаточно. Одного. Да, и всех приучать, нету времени. Да. Ну давайте пройдем в тот самый вольер Да, и посмотрим, конечно. как живут птицы у нашего Николая. Вот первый вольер у меня это в основном, проходим. Это канарейки. Канарейки и немного тут разбавилось это щеглами и чижами. Так, вот мы, кстати говоря, хотелось бы отдельное внимание уделить канарейкам. Вот кажется, что птица-то заграничная, да? Не как-то, как будто бы не ручная. Но я сегодня прочла про нее, что это одна из самых лучших птиц для вот именно Для содержания дома. да. Она как говорится, из певчих птиц, она считается одной из лучших и, в содержании. Легко обучаемые песни, они пересмешники могут песню взять и включить если запись, да? Да. Она легко перенимает вот это и То есть повторить может повторить легко. может любую мелодию. Да. Преимущество, да, такой Преимущество. птицы? Окрас, как видим, у меня разнообразный. Вот все привыкли желтый видеть канарейку, Да, да? желтую канарейку. Но у меня есть и немножко оранжевый, есть зеленый, мурановый. Вчера вот в Максоголовку приезжал, это ребята взяли мурановый, подарили там бабушке, там она говорит,
все мечтала птичку такую вот. Да, да. А они постоянно вот так галдят, да, грубо говоря? Или у них бывают моменты, когда они молчат? Нет, молчат они только когда вот свет выключаешь вечером, они засыпают. А так они вот постоянно утром поют. А вот, как сказать, летом вот все канарейки я перевожу в летние вольеры уличные, да. И когда соседи проезжают, говорят, проезжаем, как будто попали куда-то там в Таиланд, что ли, вот, ну, в рай какая-то там, да. Райская птица, так сказать. Райская, да, вот пение вообще метров на 300 слышу в округе тут. Ну а вообще в плане содержания, ну приобрел ты птицу, обязательно взял для нее Клетку, клеточку, да, домик, да. Питание сложно ли содержать ее? Нужны ли какие-то БАДы, добавки, возможно? Для канареек нужно там, да, канареечные семя, льняное, там, конопля. Ну, это вот, есть сбалансированные, продают корма, там, в основном Рио я беру. Дорогой, но куда деваться? Есть. Без этого нельзя это. Ну, то есть сбалансированный корм взял и кормишь. Наверное, Да. едят они немного, да, маленькие же. Ну, на одну птицу выходит где-то пол чайной ложки в день. Ну, то есть, в принципе, не так много, да? Ну, да. Они не прожорливы. Нет. Хорошо, я вот еще прочитала такой интересный факт про канареек, что это единственная домашняя птица, которая полностью сменила голосовой аппарат, да, как стала жить с человеком. То есть те канарейки, которые были много лет назад, они совершенно по-другому издавали звуки. Нет, так нельзя говорить, потому что и дикие канарейки, они в основном из зеленого окраса, они поют достаточно хорошо, но человек как бы искусственно вот дает колени и добавляет не только вот ее природные, да, а берет колено овсянки, там, синицы, и вот как бы искусственно вот они это прослеживают. Да, То есть песня вот так, получается, да. Внедряют, в общем, Внедряют свои новшества, да. Да. И особенно ценится вот у ценителей овсяночный напев, вот это русский напев. Есть немецкий, дудочного напева там, да. В общем, они могут все, да? Ну, да. Практически. Николай, а подскажите, пожалуйста, вот если все-таки ты купил одну канарейку, да, а можно ли к ней подселять в эту же клетку вторую? Или они достаточно свободолюбивые? Я вот рекомендую, да, вчера вот тоже просили мне двух канареек, мальчика и девочку, Да. как они говорят. Да. Чтобы, я сразу говорю, если хотите разводить, берите. А если хотите, чтобы она пела у вас красиво, вам нравилось, лучше взять одного самца. Тогда он поет. При виде самки, если он будет сидеть, он все, он забывает о песне, он думает только о ней, гоняет за ней. Песня у него такая, как бы, призывная, вот. Ну, а если взять, допустим, две клетки, такое возможно? Да, конечно. Лучше так, да, наверное? Да. Если самочка одна отдельно, мальчик отдельно, да? Да. Такое тоже возможно. Ну, вчера они взяли самца, все-таки я их убедил. Они подумают, посмотрят, и если надумают весной, конечно, возьмут самочку, подберем легко. Давайте поговорим про другие нюансы, да? Ага. Бывают ли болезни какие-то у этих птиц и чего стоит опасаться? Вот? Ну, болезни, конечно, у всех есть. И нету такого, мне кажется, кроме крокодила, как я известен, что он не болеет. А птица, как и человек, всегда, ну, не всегда, а подвержены, конечно, и простудам. Бывают сквозняки, там, бывают, донимают клещи, вот, на лапах, нарост, появляются. Это тоже трудновыводимые, но можно, боремся с ними. Деготь березовый или специальные продаются спреи от клещей. Все это есть. Также они вот, когда летом вольерные, воробьи все равно пролетают. Они вот от птицы другой могут. Могут, да, что-то подхватить? А что касаемо разведения, можно ли в домашних условиях человеку неопытному Можно. разводить потом? Можно. Это Я не бы сейчас сложно? даже, вот у меня с собой телефона нет, но вот где-то месяц назад взяли у меня самца Кареллы. Да. И вот они со мной созваниваются, пишут, вот у них сейчас 6 яиц. Вот так вот. Ждут, да, это я говорю, как бы они вот мне доверяют, что ли, это проверенные, Да. как бы, ну, заводчики, они у меня берут. Если я говорю самец, я не обманываю. Бывает в магазинах ошибаются. Говорят самец, приходят, птица не поет.
Ну, говорит, по документам, по бумаге он самец. А на самом деле она сносит и яйцо, самка, говорит, мы не виноваты. Я за свою птицу отвечаю, что это самец, значит самец, самка, самка. Бывает, что я могу перепутать молодежь. Я всегда говорю, придете, обменяю, проблем нету. Моя ошибка, я всегда исправлю. А вот средний возраст канарейки это какой? Канарейки где-то 10-12 лет, но это все долгожители. В среднем где-то 7-10 лет. А что насчет попугаев? Попугай чуть подольше. Вот он те волнистые маленькие попугайчики, они, ну, также 7-10 лет. Есть долгожители 15, редко до 20. С канарейкой нужно всегда общаться. То есть это та птица, которой нужно общение, нет, наоборот. Канарейка, наоборот, она любит такое, чтобы маленькая клеточка была, чтобы ничего лишнего, никакого шума. Тогда она будет петь, шикарно себя чувствовать. Вот в вольерном содержании, наоборот, у них такая еще, ну, такая песня, они друг друга перебивают, постоянно драки у них, как у воробьев. Я вам покажу, вот, что у нас здесь. Давайте. Давайте Подходите. посмотрим, что тут. А можно сюда стульчик поближе? Стульчик подвинем. Ага. И заглянем сюда в гнездо. Что здесь? Что здесь? Что Да. здесь? Что здесь? Ну-ка. Давайте. Ой, сколько ему? Нет, это вот ему, врать не буду, недели 2. Давайте, можем. Даша, Вот он, ладони птенец. держи. Вот так в ладошки. Вот, чтобы он не упал, главное дело. Ой, 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 ой. Ой, мамочки. Мы уже прошли вот тот средний вольер, у нас средние попугаи, вот, Карелла, Розелла. А здесь у нас мелочь. Вот волнистые попугайчики и неразлучники. А вот они красивые, смотрите. Это не разлучники, то есть те, которые живут парами, правильно? Ну, да, говорят, что легенды, они живут парами, но это не мое мнение. Да? То есть Они могут- легко живут и по одному, и стайками. Это как у всех. Мгм. У нас есть волнистые, у нас есть средние попугаи, да? Ага. Да, кареллы. И у нас есть канарейки. Для тех людей, кто просто хочет начать, да, вот ту самую такую, знаете, совместную жизнь с птицей, с чем проще, если взять вот в плане содержания? Содержание брать, канарейка простая, очень легко содержать. И от нее, если вот по-честному, видите, она сейчас поет, если слышим, Да. запела. Да. Она вот приятна на слух, и от нее меньше как бы пыли. Возьмете волнистого, он хороший, будет говорить, надеемся, что будет говорить, будет вашим другом, за вами ходить будет, но от него будет много как бы грязи, пуха, да. Пуха, то есть они линяют, да, очень? Они не то, что периодически там весна, осень, они постоянно, от них идет, перо сыпется Все время, да? все время. А если хотите прям визуальную красоту, то нужно брать таких средних, да, попугаев? Ну, я бы не сказал, я бы канарейку взял. Да? Я начинал с канареек, а потом уже потихоньку, говорит, почему так? Вот посмотрите, вон он. Где? Покажи, как. Мама сидит, а вон он. Она вот не сходит, вот, если видно. Ай, ты мой сладкий. Тихо. А сколько ему? Да сколько ему это? Несколько дней, дней 5. Видите? Самка, она как бы, мама хорошая, она охраняет, сидит, защищает, можно сказать, отгоняет людей. То есть вот так вот вылупляются птенчики, да? Вы Да, просто да, их да, садите да. в коробочку, Нет, маму, да? я вот делаю вот клетки. они сами туда? Они, конечно, сами. Как я буду сажать-то? Ага. То есть они сами туда, когда Да. надо им, да? Да. И буквально сидят там пару недель, да? Нет, попугай сидит на яйце 21 день. 21 день. Ну, 3 недели, да. Еще вот, есть, смотри. да, вот сейчас. И вот. Вот он. Этот уже подрос. Этот уже дней 30 ему. А вылетают они сами, когда уже Сами, подрастают? вот сами, вот и я вчера вот вылетел, я пересаживаю в другой вольер, где. Почему? Ну, потому что взрослые начинают там как бы обижать их туда-сюда и освобождаю как бы клетку для последующей кладки. Ну, то есть вот такое количество клеточек вам достаточно, да? Ну, вот же еще. смотри. Вон еще, вон они. Вот так. А вообще, как часто может приносить потомство птица? Вот волнистики, они круглый год. Круглый год. Да. Если у них есть как бы условия, корм, температурный, как вы говорите, режим, то они круглый год. Круглый год могут спокойно, Да, да? спокойно. А канарейки?
Канарейки, они сезонные, но тоже. Вот сейчас я вам потом выйдем, я вам покажу гнездышки тоже я делаю для канареек. Они уже хотят спариваться, канарейки. Можно уже вывешивать, они будут. А давайте вспомним про вашу первую птицу. Когда она первая- у вас появилась, да. С детства или как? Нет, ну вообще помните Вот. свою первую птицу? Вообще любовь к птице когда появилась? В глубоком детстве? Ну, в глубоком детстве, да, когда у меня был волнистый попугай, мне его купила мама. Вот, был попугайчик, и вот, может быть, эта любовь и пронеслась вот сюда. Сейчас, когда уже вырос, свои дети, да, и когда дети есть, да, ну, времени нет заниматься вот живностью. И наступает момент, когда дети, вот видите, двухэтажный вроде дом, Да, да, а дети уехали. Всё. Вот ваши... Покинули гнездо, уехали, и как бы это, место освободилось, а что, остается для души, для хобби вот это, занять это пространство. И я вот взял птицу. Первую птицу здесь я все равно я взял кеннера. Кеннера брал я в Табаге. В каком году это было? Ой, это давно было. И вот в этом году он у меня только умер. Ну да, старенький такой был кеннер. Кто знал мою птицу, они приходили, удивляли. Да. Ну, жалко, а что делать? Ну, жизнь. А для него потомство осталось шикарное. Да. А вы в основном все делаете своими руками, да? Всё Ну, стараюсь, да, потому что это такое содержание птицы в таком количестве, это накладно. Да. Да, и поэтому я стараюсь как бы, даже вот те же гнезда делаю сам. Вот, зачем покупать там за 300 рублей там в магазине, когда можно не хуже сделать вот при помощи термоклея вот этого, Да. пистолетового горячего и шпагата. И Вот всё. такие классные это. И тут мне подсказала дочка, как сделать. Да? Да, я раньше что-то шил нитками, Да. щекался, мучился. Она говорит, папа, не проще вот так. Склеить, да? Склеить. Все гениально просто, товарищи, да? Да. 15 минут и гнездо готово. А вообще, допустим, в зимний период, когда вот у нас морозы до минус 50, вы ставите дополнительных вот Нет, отопления? зачем? Мы как бы комнатная температура здесь выше 20 градусов, им достаточно. Им не надо 30 градусов. Зачем? Птице должно быть комфортно, и чтобы не потело. Должно быть сухо. Вон, видим, птицы заглядывают у нас в гнезда, в домики. Тоша, Тош, беги сюда, да. Тоша. Не знаю, верят, не верят, но, по крайней мере, продавцы удивляются. Я приезжаю, когда вот, в магазин, да, я беру семечки для птиц. Они говорят, а зачем столько много? А я говорю, птиц кормить. Они вот не верят. Чтобы просто так? Да, кормить? я покупаю прям реально мешками. Вот мешки, это вот, я не знаю, вот тут, конечно, уже, ну вот прям мешки из-под картошки, 25 килограмм, это семечки, не жареные семечки. Простые семечки. Да, вот. Так, что там далеко, я не лукавлю. Вот. Вот так покупаете и просто едете на определенную точку, где вы постоянно Да, кормите. да. Тоша сидит у вас здесь на плече. Вот это ваш такой, так сказать, собеседник, да? Да, он, ну, когда есть время, он на кухне сидим, это, разговариваем, да. По душам, да? Тош, привет, да. Давай. Доброе утро, скажи. Ну, что стесняешься, говори. Интересно, да? Поснимает, потом не перебила. У нас сегодня есть уникальная возможность. Николай сейчас покажет нам, как можно сделать кормушку из подручных средств. Вы можете со своими близкими просто сесть, смастерить кормушку и уже сегодня вечером повесить ее на улице, наполнить ее семечками. И это будет благое дело не только для вашей семьи, но и для братьев наших меньших. Пойдемте. Итак, сейчас с помощью нашего Николая мы попробуем сделать ту самую кормушку из подручных средств. Это не займет много времени. Ну и вам будет в пользу, потому что, я думаю, такие полезные советы нужны всем. Николай, из чего можно сделать вот быстро, не думая, легко и просто кормушечку?
Да, ну это я сразу поправлю, наверное, не с помощью Николая, а с помощью наших рук, и вы мне поможете, Дарья, да? Это, берем, ну, кормушка, да, для чего она? Чтобы птиц накормить. Не надо затрат никаких, не надо покупать. Берем вот реально, вот, подобрал вот, каждый, наверное, вот, есть же овощи, фрукты, ящики выкидывает. Ну вот у нас есть Да, мы две. разобрали заготовки, вот, видите, дощечки взяли. Это у нас будет крыша. Делаем основание. Вот. Я уже немножко здесь подготовился, чтобы это не тратить время. Вот. А, то взял. есть Да, вот боковушки мы Вот взяли. боковушка. И вот она крыша. Да, вот основание у нас есть. А, крыши нет. Мы сделаем немножко такую декоративную, двух типа, ну, чтобы она красиво смотрелась. А, типа вот то есть такая, как, да. Как черепица. Как практически. черепица, совершенно верно. Из одного ящика можно сделать очень даже неплохую, красивую кормушку, а можно еще потом ее раскрасить, наверное, да, с Да, детишками-то? если есть время, можно это приложить руки. Вот промазываем края клеем. Промазали. И что мы делаем? Снег, Большой. чтобы спадал вот так, да? Давайте так, да? Да, дальше как мы это дело закрепим все? А, теми же уголками Да, вот этими. совершенно верно. От ящика Те самые остаются. уголки. Мы сейчас... И на тот же самый клей. То есть нам понадобился ящик из-под овощей, клей, пистолет и вот, чтобы распилить, подпилить, здесь Ну, Какая? обычная ножовка. ножовка. Так, Хорошо. то же самое. Промазываем одно ребрышко. Секунду. Есть. Есть. Также, ок, Вот извиняюсь, так вот. да, вот этот. Давайте, Дарья, помогайте. Давайте. Аккуратно. Приобщимся к труду, да? Упс. Да, ничего страшного, все хорошо у нас. Все, вот. Есть контакт. Супер. И теперь, соответственно, Разворачиваем. вторую часть. Вот так из обычного ящика можно сделать Хорошую кормушку. такую кормушечку. Так, и, соответственно, вопрос следующий. Как к нашему основанию это прикрепить? Все тем же Да, клеем. конечно. Опять смазываем наши треугольники. Клей не жалеем. Так. Немножко там симметрию выдерживаем, да? Ну и все. Давайте. Всё. Держим. С этой стороны. Оп. И у нас вот такая кормушка Да, в для руках наших птичек готова. Останется разукрасить, раскрасить. Как говорится, затрат минимальный, только на стержень Да. для клея и все. Никаких гвоздей, ничего. И вот мы сейчас отправимся вместе с нашей кормушкой, насыпем туда те самые семечки, немножко. Нет, а давайте мы кормушку оставим вам, и вы у себя в редакции повесите. У нас там есть, да. А вы раскрасьте там, напишите с Новым годом, там, 22-й. Вот так вот. Да, это вам в подарок. Вот так вот. Мы, значит, доработаем эту кормушку с редакцией программы, мы вам покажем. Я обязательно доставлю ее до места Здесь назначения. можно, да, это при... Логотип. Нет, и логотип, и трубу сделать там. Всяко разно. Все, мы обязательно доделаем эту вещь уже у нас в редакции. Ну а мы сейчас, дорогие друзья, отправимся на то самое место, где собираются многие жители района, да и вообще нашего города, для того, чтобы посмотреть, как же там кормят птиц. Говорят, что там невероятное большое количество кормушек, да? Нет, нет, такого не Нет? говорят. Ну, там есть, да. Приходит, никто никого не заставляет. Есть желание, сделай, повесь. А так люди просто приходят, отдыхают, как в парк городской. Николай нам гарантировал то, что птицы там сегодня будут. 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 Поехали. Поехали. Прям как из
красота же. Хорошо. Солнышко пробивается. Мощь. Красотища. Ну, дальше пойдем. Осталось все, минутка другая. И все. Вот. Это все мое родное. Мои лица. Да, красотень же. Шишки. Сейчас посмотрим, подлетят сейчас. О, я же говорю. Вот, это птица так? Да, это синица, гаечка. Вот так вот. Они нас ждут. Давай, держи. Вот, про что мы и говорили. Просто овес, семечки. Вот ты, мои сладкие, вот, видите? Прям сядет? Только не бойся, не урони семечки. Да. Ну, малыш, давай. Кто первый? Давай. Мы пришли. Вот ты, вот. Нет, так. Летят к нам. Или сейчас прилетят. Да. Все, сейчас снимай, сейчас они, толпа прилетит. О, все есть. Алло? Ну ладно. Сколько есть такое? Ой, прилетела. Сняли? Дорогие друзья, на такой замечательной ноте мы завершаем наш эфир. Благодарю вас, Николай. Да, приходите еще, конечно, буду рад. Вот такой гостеприимный, очень отзывчивый и позитивный человек Николай. До новых встреч, увидимся. Большое спасибо и всех с Новым годом!